Армысыздар, друзья! Сегодня мы поговорим о том, почему термины «Средняя Азия» и «Центральная Азия» должны уйти в прошлое, и почему нам важно вернуть нашему региону его историческое название «Туркестан». Название «Туркестан» использовалось на протяжении веков. Это была огромная территория, охватывающая современный Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан, Восточный Туркестан, который сейчас находится в составе Китая, Сибирь и даже часть Монголии. Это слово несло в себе дух единства всех тюркских народов, их общую культуру, язык и историю. Но в XIX веке появилось новое название «Центральная Азия». Этот термин впервые предложил немецкий географ Александр фон Гумбольдт в 1843 году. В его понимании он охватывал огромные пространства от Каспийского моря до Тибета и от Южной Сибири до Афганистана. Однако с расширением Российской империи термин «Центральная Азия» начали использовать как замену Туркестану, чтобы обезличить этот регион. Империя стремилась стереть само понятие «Туркестан», так как оно напоминало миру, что это историческое пространство тюрков, земля тюрков. Название «Туркестан» подчеркивало культурное и историческое единство региона, а также его связь с Великим Тюркским миром. Именно поэтому российские власти заменили его на термин «Центральная Азия». Сіз кейбір адамдардың Гарвардтар мен Оксфордтарды бітірмесе де, кәсіпте алғырлық танытып, табысқа тез жетіп жататынын байқайсыз ба? Олар нәтижелі, көреген, кемеңгер, батыл, жеңімпаз, олжалы. Неге олай? Бір супер қабілеттері бар ма екен деп ойлап қаласыз кейде. Бұл супер қабілеттер дұрыс кітаптарды оқып, үздіксіз өзін-өзі дамытудың нәтижесі. Мен өзімнің Patreon арнамда әлемнің ең танымал бестселлер атанған өзекті кітаптарын қазақшаға аударып, видео форматында ұсынамын. Видеороликтер үнемі толықтырылып отырады. Бұл арна сіздің өркендеу жолыңыздағы ең сенімді құралыңыз болуы мүмкін. Жазылым ақысы айына бар болғаны $1. Мұндай төмен баға мектеп оқушыларына да қолжетімді болуы үшін қойылған. Мол қазынасы бар сандық қолыма тегін түсті деп есептеңіз. Сілтеме төменде көрсетілген. Кіріп жазылыңыз. Жеңіске апарар бірінші қадамыңызды қазір жасаңыз. Который был лишен национального и культурного содержания. После революции в 20 веке советская власть продолжила политику разделения. В 1924 году по указу Сталина Туркестанская автономная республика была разделена на национальные республики. Сталин опасался объединения тюрков и всячески пытался стереть память о тюркском единстве. Именно поэтому термин «Средняя Азия» был официально внедрен, чтобы заменить историческое название региона. Этот шаг окончательно обезличил регион, превратив его в простое географическое понятие, лишенное связи с тюркской культурой. Сегодня мы видим попытки вернуть историческую справедливость. В октябре 2024 года Турция объявила о замене термина «Центральная Азия» на «Туркестан» в своих учебниках истории. Президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган поддержал это решение, подчеркивая, что оно направлено на укрепление культурных и исторических связей между тюркскими народами. Мы не Центральная Азия, и мы не центральные азиаты. Мы тюрки, и наш дом – это Туркестан. Термины «Средняя Азия» и «Центральная Азия» – это названия, навязанные извне. Они служили инструментом для разделения и уничтожения общей идентичности региона. Туркестан, напротив, подчеркивает, что мы часть великого тюркского мира, который включает и Сибирь, и Восточный Туркестан. Это напоминание о том, кто мы есть и что нас объединяет. Давайте задумаемся, зачем мы продолжаем использовать названия, которые нам навязали. Туркестан – это не просто слово. Это наша история, наша память и наше будущее. Отказ от терминов «Средняя Азия» и «Центральная Азия» – это шаг к осознанию нашей идентичности и восстановлению утраченных связей. Говорите о Туркестане, объясняйте, почему это важно. Вместе мы можем вернуть нашему региону его истинное имя и восстановить историческую справедливость. Подпишитесь на канал, поставьте лайк и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.